Шоклопен Бзита. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я рада вас приветствовать на 19-м онлайн-занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара, автор методического пособия Беляль Хасароков. Вести занятия буду я, Фатима Ионова, автор группы Абаза Безджа. Этот и все последующие занятия будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Безджа и Алашара во всех социальных сетях. Подписывайтесь на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Безджа, ставьте лайки, комментируйте видео. На сегодняшнем занятии у нас с вами по плану следующее занятие. Мы с вами пройдем диалог, разберем его и в завершении занятия сделаем упражнение для того, чтобы закрепить полученные знания. Итак, приступим. Диалоги на абазинском языке айчажараква. Айчажараква. Давайте повторим еще раз, постараемся прочитать. Айчажараква. В этом слове мы видим три интересных звука. Давайте постараемся их запомнить. Звук Ч пишется как Ч, В, произносится как Ч. Запоминаем мы этот звук с помощью слова кровать. Чарта. Ч, чарта. Звук Ж мы запоминаем с помощью слова корова. Ж. Пишется звук Ж как Ж, В. Звук К мы запоминаем с помощью слова крыша. Пишется этот звук как К, В. Крыша на абазинском языке К. Итак, давайте приступим. Сегодня мы с вами будем разбирать вопросы и ответы. Вопросы и ответы на абазинском языке азцааракуи, аджавабкуи. Азцааракуи, аджавабкуи. Так, в первом слове мы видим звук Ц. Звук Ц пишется как Ц палочка. Запоминаем мы его с помощью слова дерево. Цла. Звук Г пишется как Г палочка. Мы запоминаем этот звук с помощью слова весна. Гапн. Звук К мы запоминаем с помощью слова крыша. К. И звук Дж, который пишется как Д, Ж, мягкий знак, мы запоминаем с помощью слова коза, джма. Итак, давайте еще раз постараемся прочитать, постараемся произнести все звуки максимально правильно. Азцааракуи, аджавабкуи. Азцааракуи, аджавабкуи. Молодцы. Приступим. Как спросить на абазинском «Откуда ты?» Как спросить на абазинском «Откуда ты?» Уабау, уабау. Отвечаем, что из Карачаево-Черкесии. Карча-Черкес, Сауаб. Карча-Черкес, Сауаб. Уабау, Карча-Черкес, Сауаб. Итак, в слове Карча-Черкес мы видим звук К. Пишется как К, твердый знак. К, твердый знак. Запоминаем мы этот звук с помощью слова гусь. Каз. К, каз. В слове сауаб мы видим звук П. Звук П пишется как П, палочка. Да? П, палочка. Запоминаем мы звук П с помощью слова прп. Прп. П, прп. Пишется вот как П, прп. Прп, клюква. Следующий вопрос. Как спросить, из какого ты аула или города? Изапшкыт я город яу ау. Изапшкыт я город яу ау. Изапшкыт я город я у ау. Запшкыт я
Городья. Уау. Черкесск. Сауап. Черкесск. Сауап. Черкесск. Сауап. Еще раз давайте прочитаем. Изапшкытья. Городья. Уау. Мы говорим, из какого ты города, из какого ты аула, да? Дальше ответ. Черкесск. Сауап. Сауап. Звук П пишется как П-палочка. Запоминаем мы его с помощью слова прп. Клюква. Прп. Давайте перепишем то, что мы видим на экране. Перепишем эти два предложения. Потренируемся в написании слов на родном языке. Так мы с вами легче достигнем хорошего результата, быстрее увидим прогресс. Итак. Изапшкытья, городья, уау, Черкесск, Сауап. Звук П мы запоминаем с помощью слова прп. Прп. Выхез ачия. Как тебя зовут? Сехез Рустам. Сехез Рустам. Меня зовут Рустам. Уэхез ачея. Как тебя зовут? Меня зовут Рустам. Меня зовут Рустам. Итак, звук Х мы запоминаем, пишется этот звук как Х, мягкий знак. Хехапщ, да? Ну, например, золото. Дальше мы видим звук Ч. Звук Ч пишется как Ч, палочка В. Ч, палочка В. Запоминаем мы этот звук с помощью слова яблоко. Ча. То есть, когда нам с вами нужно будет написать звук Ч, мы сразу вспомним, что Ч это как в слове ча. И напишем Ч, палочка В. Дальше мы видим звук П. Звук П пишется как П, палочка. Мы с вами уже запомнили. Пишется этот звук как в слове прп. Прп. Давайте прочитаем еще раз эти два предложения. Уэхез ачия. Уэхез ачия. Сехез Рустам. Сехез Рустам. Значит, если бы мы хотели спросить у девушки, как ее зовут, мы бы сказали Бехез ачия, да? Просто вспомним это. Чтобы сказать «меня зовут так», то мы говорим «сехез», берете свое имя в именительном падеже, прибавляете звук «п». Звук «п» пишется как «п-палочка». Получится «сехез Ира», «сехез Марина», «сехез Рустам», «сехез Артур». Вот. Вспомнили, да, логику построения этой конструкции? Дальше. «Утзахез аджия». Утзахез ачия. Утзахез ачия. Как твоя фамилия? Стзахез Апсап. Стзахез Апсап. Моя фамилия Апсов. Утзахез ачия. Стзахез Апсап. Как твоя фамилия? Моя фамилия Апсов. Итак, здесь мы видим звук «дз», да, желтым выделено. Звук «дз» пишется как «дз». Запоминаем мы этот звук с помощью слова «вода». «Дз». «Дз». Звук «х» мы запоминаем с помощью слова «х-хапщ», да, пишем как «х» мягкий знак. «Х» мягкий знак – это звук «х». Дальше мы видим звук Ч в слове ачия. Ачия. Звук Ч мы запоминаем с помощью слова яблоко. Ча. Звук Ч пишется как Ч, палочка В. Ч, палочка В. Ч, ча. И, наконец, мы видим звук П. Звук П пишется как П, палочка. П, палочка. Запоминаем с помощью слова прп. Прп. Давайте теперь еще раз прочитаем.
Утдзахез аджия. Стдзахез апсап. Если бы мы хотели спросить, как твоя фамилия у девушки, мы бы спросили бтдзахез аджия. Бтдзахез аджия. Здесь мы обращаемся к мужчине и говорим утдзахез аджия. Он нам отвечает стдзахез апсап. Стдзахез апсап. Двигаемся дальше. Уаба дзаджия. Уаба дзаджия. Саба Рамазан Якуб. Саба Рамазан Якуб. Кто твой отец? Мой отец Рамазан. Уаба дзаджия. Кто твой отец? Саба Рамазан Якуб. Саба Рамазан Якуб. Мой отец Рамазан. Если бы мы хотели спросить у девушки, кто твой отец, мы бы сказали баба дзаджия. Баба дзаджия. А так как мы обращаемся к мужчине, мы говорим уаба дзаджия. Уаба дзаджия. Теперь давайте обратим внимание на выделенные звуки. Звук ч в слове дзаджия. Мы этот звук запоминаем с помощью слова яблоко. Ча. Ча. Звук к, палочка в, мы запоминаем с помощью слова комж. Комж. Комж – это национальная мужская абазинская одежда. Звук п мы запоминаем с помощью слова прп. Прп. Давайте еще раз прочитаем. Уабадзаджия. Уабадзаджия. Саба Рамазан Якуб. Саба Рамазан Якуб. Молодцы. Теперь двигаемся дальше. З арас куши уртая. З арас куши уртая. Скуша. Тут мы встречаем число 24. И дальше мы говорим сыртап. То есть для того, чтобы на абазинском ответить на вопрос, сколько тебе лет, и мы хотим сказать, мне 24 года, мы должны вспомнить, как же сказать 24. То есть мы с вами проходили счет до 20. Чтобы сказать 20 на абазинском языке, что нужно сделать? Да? Вспомнить, что 20 на абазинском языке, буквально, если там разбивать это слово, то это 2 десятка. 2 десятка. Как сказать 2 на абазинском языке? Подумайте. Как сказать 2 на абазинском языке? Подумали. И подумайте, как сказать 10 на абазинском языке или десяток. То есть, смотрите, вба – это 2, жаба – это 10, и 20, то есть 2 десятка на абазинском вяжа, вяжа, вяжа. Давайте повторим еще раз. Вба – это 2, жаба – это 10 или десяток, и 2 десятка – это вяжа. Молодцы. Теперь давайте вспомним. Нам-то надо сказать не 20, а 24, да? Как сказать 4 на абазинском языке? Давайте вспомним. 4 на абазинском языке пшба. Теперь давайте соберем. Мы знаем как 20 и знаем как 4. А как же 24? А 24 получается у нас вяжипшба. То есть как в русском языке очень похоже. 24. Вяжипшба. Вяжипшба. То есть вяжа это 20, а когда мы говорим 24, то мы вместо а ставим букву и, меняем а на и, так как это, мы говорим, что не просто 20, а 20 и 4, да, то что это вместе эти два числительных. Вяжипшба. Итак, что у нас получается? На вопрос «З арас кше уртая» мы хотим ответить «Мне 24 года». И мы говорим «Скше вяжипшба сыртап». «Скше вяжипшба сыртап». «З арас кше уртая». «Скше вяжипшба сыртап».
Если бы было нам, например, 23 года, мы бы сказали «вяжи хпа». Да, помните, хпа это 3. Если бы нам было 26 лет, мы бы сказали «вяжи сба». Да? Ну, поняли логику, несложно, правда? Итак, давайте двигаемся дальше тогда. Янбак уан адри. Янбак уан адри. Янбаку уан адри. Август. Так, 25. Сейчас мы вспомним, подумаем, как сказать 25. Ачен. Когда ты родился? 25 августа. Итак, давайте еще раз сначала. Чтобы сказать 25, давайте вспомним, что такое 20, да? То есть, как мы говорим 20 на абазинском языке? Мы говорим 20, то есть, имея в виду 2 десятка. 2 десятка, то есть, вба это 2, жаба это 10. 2 десятка, вяжа, вяжа. Вот мы с вами вспомнили, как сказать 20 на абазинском языке. Как сказать 20? А как сказать 5? 5 на абазинском языке. Хуба. Значит, давайте теперь подумаем, как же сказать «я родился 25 августа». Итак, 25 на абазинском языке у нас вяжихба. 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 Давайте теперь вернемся к вопросу и к ответу, да, на этом слайде. Янбак уан адри. Янбак уан адри. Август. Авяжихба ачен. Август. Авяжихба ачен. Еще раз. Янбак уан адри. Август. Авяжихба ачен. Молодцы. Двигаемся дальше. Следующие вопросы, следующий ответ, который мы сегодня с вами изучим, читаем, значит, со слайда. Ябак уадри. Ябак уадри. Псыжкт саатадрит. Псыжкт саатадрит. Где ты родился? Я родился в Псыже. Я родился в Псыже. Еще раз прочитаем. Ябак уадри. Псыжкт саатадрит. Итак, в слове ябаку мы видим звук О. Звук О пишется как К, палочка В. К, палочка В. Запоминаем мы этот звук с помощью слова омж. 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 Это национальная мужская абазинская одежда. Звук Г мы запоминаем с помощью слова весна. Гапн. Гапн. И звук Ж мы запоминаем с помощью слова корова. Ж. Пишется этот звук как Ж В. Ябак уадри. Псыжкт саатадрит. Ябак уадри. Псыжкт саатадрит. Молодцы. Вот мы с вами... Ой, да, совсем забыла про звук Т. Звук Т мы запоминаем с помощью слова сова. Т. Звук Т пишется как Т-палочка. Да? Т-палочка – это звук Т. Запоминаем мы его с помощью слова сова. Т. Угу. Теперь мы с вами завершили диалог, прошли его, изучили, да, интересные новые звуки, которые мы встречали в этом диалоге. Теперь давайте перейдем к заключительному упражнению. Упражнение у нас на переписывание. Переписывание на абазинском языке аквелгара. Аквелгара. Еще раз давайте прочитаем. Аквелгара. Звук Х в слове аквелгара мы запоминаем с помощью слова кхылпа, шапка. Кхылпа. Звук Х пишется как Х, твердый знак. Звук В мы запоминаем с помощью слова гнездо. Вяра. Вяра. Звук В
пишется как Г, палочка В. И, наконец, звук мы запоминаем с помощью слова весна. Апн, апн. Давайте прочитаем группу слов, которые мы видим на этом слайде. Сначала прочитаем, а потом будем переписывать. Сахат – часы. Хара – говорить. Хёс – женщина. Пщерха – ведро. Хахе – вверх. Лымха – ухо. Сахат – часы. Хара – говорить. Хёс – женщина. Пщерха – ведро. Хахе – вверх. Лымха – ухо. Давайте теперь запишем эти слова. Я пока вам прочитаю звуки, интересные звуки, которые нам здесь встречаются, обращу ваше внимание на них и напомню, как они пишутся. Итак, звук х в слове сахат мы пишем как х палочка. Х палочка. Запоминаем его с помощью слова груша, да, х-ха. Звук х в слове хара мы запоминаем с помощью слова трава, например, хра. Пишем мы этот звук как х палочка в. Х палочка в. В слове хахе звук х мы пишем как х твердый знак, а запоминаем мы его с помощью слова кхлпа, шапка. Кхлпа. Звук х мягкий знак мы запоминаем, например, с помощью слова золото. Хапщ. Сахат – часы. Хара – говорить. Хёс – женщина. Пщерха – ведро. Кахе – вверх. Лымха – ухо. Хлпа – шапка. Хоц – маленький. Харфба – букварь. Мака – рука. Хуба – 5. Гахра – танец. Кхлпа – шапка. Хоц – маленький. Харфба – букварь. Мака – рука. Хуба – 5. Гахра – танец. Еще раз давайте прочитаем. Кхлпа – шапка. Хоц – маленький. Харфба – букварь. Мака – рука. Хуба – 5. Гахра – танец. Звук х, который пишется как х твердый знак, мы запоминаем с помощью слова шапка. Кхлпа. Мы видим этот звук также в слове рука, да? Мака. Звук х пишется как х в. Х-в. Мы видим этот звук в слове хоц и в слове хуба. Можем запомнить его с помощью слова, например, червь. Хо-ха. В слове харфба мы видим звук х. Пишется звук х как х-палочка. Запоминаем мы произношение этого звука с помощью слова груша. Ха. В слове гахра танец мы видим звук г, который мы запоминаем с помощью слова весна. Гапн. Звук х, который мы видим в этом слове, мы запоминаем с помощью слова трава. Хра. Звук х пишется как х палочка в. Кхлпа – шапка. Хоц – маленький. Харфба – букварь. Мака – рука. Хуба – 5. Гахра – танец. Молодцы! Очень хорошо сегодня все позанимались. С вами, напомню, мы прошли диалог, разобрали интересные звуки, которые встречались в этом диалоге, узнали, как мы говорим о своем возрасте, о том, сколько нам лет, говорим о датах, как мы их используем, как употребляем в родном языке. И сделали упражнение на родном языке, потренировали письмо. И на этом наше с вами занятие заканчивается. Хочу вам напомнить, что этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза БСШ и Алашара во всех социальных сетях. И, конечно же, на канале YouTube Алашара и канале YouTube Абаза БСШ.
Подписывайтесь на группы Абаза-Бызжа и Алашара, ставьте лайки, комментируйте видео. На этом я с вами прощаюсь. Аллах чсыразхат.